Обращаюсь сторона, у вас есть вопросы к представителю Джохар Кенеш? Да, уважаемый суд, Да, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что в статье 432 отсутствует именно пункт 14 статьи 431 для рассмотрения судами? Да, я отметил своим возражением. Они там, конечно, нету, но они являются императивной нормой. Хорошо. Потому что... Так, скажите, пожалуйста, вот статья 432, 431, именно вот эти статьи, они регулируют именно производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением же приговора, верно? Да. Верно, да? А согласны ли вы с тем, что если в УПК не определен порядок, именно в какой суд обращаться, то что может пойти такая, может это породить неправильную судебную практику, то что суды будут по-разному рассматривать? Где-то, например, суд, постановивший приговор, где-то по месту отбытия. Не может ли это привести? Там точка не написана, просто императивной нормой. Предусмотрено Уголовного кодекса. Нет, я понимаю, но то, что вот если, как вы указываете, если как бы не обязательно это императивная норма, то если обращаться в суды, это не породит ли какую-то неправильную судебную практику? Там точно не предусмотрено. Точно не предусмотрено, да? Хорошо, если не предусмотрено, ваше мнение, какой суд должен рассматривать тогда этот вопрос? Вот постановивший суд. Постановивший приговор. Хорошо, тогда. В связи с чем вы считаете, что постановивший суд приговор должен рассматривать эти вопросы? Нет, согласно Уголовного кодекса, 80 и 118 статьи, да, они рассматривают, да? У меня больше нет вопросов, уважаемый суд. Да, пожалуйста. Нурбек Гаишевич, вам слово. Вы в своем выступлении отметили ссылку на статью 117 Уголовного кодекса, где речь идет о принудительных мерах медицинского характера. А в свою очередь, получается, подзащитный адвоката Мацакова Шанкаев, он находился в СИЗО. Талайбекулу Ильяс, он находился в СИЗО. То есть к нему не были применены принудительные меры медицинского характера. То есть, соответственно, получается, эта норма, в данном случае он находился под мерой пресечения. И ссылка, как думаете, здесь в данном случае она подходящая или... То есть и та же, получается, статья 118, да, Уголовного кодекса, то есть продление, изменение, прекращение применения принудительных мер. Да. А в свою очередь статья 431 здесь говорит, да, пункт 4, зачет времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном учреждении. То есть это вместе, но получается зачет времени под стражей. Вот в этом случае. Практика, как сейчас работает, я не знаю, может, меня дополнит, да? Практикующий генеральный прокурор, представитель генеральной прокуратуры. У вас есть еще вопросы? Нет, не имеется. Уважаемые судьи, есть вопросы? У меня не столько вопрос будет. Возможно, Самат Хаштабекович. Я бы хотел, чтобы в данном случае и все выступающие понимали, да, суть вопроса. Суть вопроса заключается сейчас в определении, да, наиболее эффективного разрешения вот этой правовой ситуации. И сейчас нужно исходить именно вот с точки зрения интересов тех лиц, для которых даже пребывание в таких местах в течение часа является проблемой. Да? И, разумеется, мы должны исходить именно с этой точки зрения. Я прошу ваше выступление строить с этой точки зрения. И вам вопрос был задан довольно такой правильный, я бы сказал, да, Самат Хаштабекович.
Почему вы именно считаете, что именно суд, постановивший приговор, должен рассматривать это дело? Тут даже пример привели. Если, например, там его осудили там, в Джалабадской области, он отбывает наказание в Аламединском районе. Вот причина, важность, основание, да? Почему именно тот суд должен рассматривать? Насколько это является вмешательством в сам приговор, постановивший приговор? Так, это вопрос. Да. Хорошо. Ладно, если вы затрудняетесь, присаживайтесь тогда.